Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии, в студии Лиса Хабалова, и коротко о главном к этому часу. Чтобы уже время не тратили на подготовительные мероприятия. Поэтому хотел бы, чтобы дорожная карта у нас была все же. В 2021 году в Северной Осетии пройдет Всероссийский фестиваль осетинских пирогов. Об этом сообщили на заседании проектного офиса. Сейчас идет работа с исполнителями по разным направлениям. Мы рекомендуем проводить все новогодние поздравительные мероприятия. Я даже не могу назвать, наверное, их утренниками или новогодними балами в классах. Конечно же, никаких масштабных утренников с участием родителей, с участием посторонних лиц мы не допускаем. Министерство образования и науки рекомендует не проводить массовых новогодних праздников в школах и детских садах. Этот и многие другие вопросы обсудили на совещании Министерства образования и науки под председательством Людмилы Башариной. Она проконсультирует по вопросам, которые носят именно информационно-справочный характер. Какие симптомы бывают при коронавирусе, где можно сдать анализы и как записаться к врачу? Ответы на эти вопросы можно будет получить по телефону единой горячей линии 112. В ближайшие дни она заработает в Северной Осетии. В 2021 году в Северной Осетии пройдет Всероссийский фестиваль осетинских пирогов. Об этом сообщили на заседании проектного офиса. Сейчас идет работа с исполнителями по разным направлениям. Это и пошив одежды, изготовление декораций, работа над сайтом и роликом. Большую часть подготовительной работы планируют завершить в январе. За 2-3 месяца до начала фестиваля начнут приглашать туроператоров, гостей и блогеров. Вячеслав Питаров поручил разработать дорожную карту. Подробнее обо всем Алина Хасцаева. Северную Осетию как туристический регион продвигают на платформах Яндекс и SEO. Работа идет уже 3 месяца. За это время республика поднялась в поисковой строке на 20 позиций, по словам руководителя профильного комитета Заурбека Кудзаева. В рамках комплексного развития Дюгои планируют строительство дороги. Глава поручил уже сейчас обозначить участки придорожного сервиса. В республике планируют создать школу скалолазания. База для этого есть. Есть скалодромы как искусственные, так и естественные. Но все это требует технической поддержки. Мы выносим это как предложение создания такой школы скалолазания у нас в республике, тем более, что есть кадры, которые могут этим заниматься. Нам нужно, конечно, создание этой школы, нужно вот такое, скажем, объединение в единый ресурс какой-то базы подготовки альпинистов. Здесь нужно понять, кому она принадлежит, определить, какая база будет конкретно для этой школы, кто будет, на какой базе они будут заниматься. Создание такого учебного центра может быть интересно и для туристов. По словам Ерматуаевой, реализовать проект можно 2 способами. Один, то есть вариант пути развития, это участие в президентских грантах. Если здесь не будет очень получаться, то есть вариант создания акционерного общества или ООО, или какого-то ИП и участие в грантовой поддержке. Как подчеркнул глава, для развития скалолазания и альпинизма в республике лучше начать со спортивных секций. И поручил министру физической культуры и спорта Алану Хугаеву разработать соответствующую программу. Какая помощь должна оказать республика? Пожалуйста, изложите это в этой программе. А потом на очередном заседании проектного офиса обсудим. Мы организуем подготовку, спортивную подготовку именно ребят и организуем, давайте секции, начнем с маленького. В 2021 году в Северной Осетии пройдет Всероссийский фестиваль осетинских пирогов. Сейчас идет работа с исполнителями проекта по разным направлениям. Это и пошив одежды, изготовление декораций, работа над сайтом и роликом. Основную часть подготовки планируют завершить в январе, а за 2-3 месяца до начала фестиваля уже начнут приглашать туроператоров, гостей и блогеров. Вячеслав Питаров поручил создать все условия, чтобы фестиваль состоялся, если эпидемиологическая ситуация позволит. Чтобы уже время не тратили на подготовительные мероприятия. Поэтому хотел бы, чтобы дорожная карта у нас была все же, Ирина Султановна.
разработайте дорожную карту. Обсудили и оформление города к Новому году. Главную новогоднюю красавицу начнут устанавливать в воскресенье. Полюбоваться ею горожане и гости столицы смогут уже 12 числа. Алина Хасаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Министерство образования и науки рекомендует не проводить традиционные утренники в связи с эпидобстановкой. До конца года во Владикавказе откроют 2 школы на 550 мест. А в следующем году на базе 27-й школы откроют уникальный кванториум. О чем еще говорили на совещании под председательством Людмилы Башариной, расскажет Алана Томаева. Министерство образования и науки рекомендует не проводить массовых новогодних праздников в школах и детских садах. Все из-за эпидобстановки. В ведомстве предлагают поздравить детей в классах. Мы рекомендуем проводить все новогодние поздравительные мероприятия, я даже не могу назвать, наверное, их утренниками или новогодними балами в классах. Конечно же, никаких масштабных утренников с участием родителей, с участием посторонних лиц мы не допускаем. То есть в камерной обстановке детей поздравляем, создаем атмосферу праздника, и на этом ограничимся. Людмила Башарина рассказала, что, несмотря на пандемию, в этом году министерство приступило к реализации 2 важных проектов. Первый из них – выплаты за классное руководство. Он осуществляется по поручению президента страны. В Северной Осетии эти выплаты производятся без перебоев, отмечает Людмила Башарина. Второй проект – организация бесплатного горячего питания. Его получают все обучающиеся с 1 по 4 класс всех школ республики. Недавно провели анализ существующего меню и предпочтений детей. Исходя из него, составили новое меню, его запустят с 1 января. Поговорили о введении в эксплуатацию новых объектов образования. С 2017 года в республике создали 3370 школьных мест. До конца года ведут еще 750. С того же года создали 4000 мест в дошкольных учреждениях. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет сегодня составляет 99,6%. То есть практически каждый ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, который претендует на получение места в дошкольной образовательной организации, его получает. Очередь у нас сегодня составляет 100 человек. Эти 100 человек стоят в очереди не потому, что мы не даем им место в дошкольное образовательное учреждение, но они претендуют на получение в конкретном образовательном учреждении, в котором, конечно же, может складываться ситуация, что не быть мест свободных. И, конечно же, вот эта небольшая очередь у нас сохраняется. Что касается детей в возрасте до 3 лет, то сегодня у нас доступность составляет 91,5%. В очереди у нас состоит 400 человек именно этой возрастной категории. Но я очень надеюсь, что после того, как те мероприятия по строительству пристроек к дошкольным образовательным учреждениям, а также детских садов, которые у нас завершаются в этом году, у нас эта проблема тоже уйдет в прошлое. До конца года должны открыть еще 2 школы на 550 мест в 31-32 районах Владикавказа и на 200 мест в Целыке. К слову, после открытия последнего в республике не останется аварийных школ. Людмила Башарина рассказала о реализации региональных проектов. Речь идет о развитии химико-биологического и математического образования. В каждом районе открыты математические кружки. В них дети с 3 по 6 классы бесплатно занимаются с лучшими педагогами. Одаренные дети поступают в специализированные математические классы республиканского физико-математического лицея-интерната. Сейчас там проживают 24 ребенка. Ведомство ставит задачу создать условия для математически одаренных детей из всех районов. Для этого там должны создать необходимое количество спальных мест. Именно с этой целью мы переформатируем работу физико-математического лицея-интерната с этого года и переходим к такому поэтапному исключению набора в первые классы. То есть в 2021 году набора в первые классы физико-математического лицея-интерната не будет. Прием со всей республики будет на конкурсной основе осуществляться с 5 класса. Для того, чтобы ответить на вопрос, а как быть людям с микрорайона, там в основном обучаются дети с микрорайона, то здесь я могу сказать, что опять-таки мы возрождаем 12-ю школу города Владикавказа, которая находится в непосредственной близости от физико-математического лицея-интерната. Там будет произведен капитальный ремонт. Эта школа будет оснащена соответствующим оборудованием. Именно эта школа примет первые классы детей с микрорайона. Второе направление – химико-биологическое образование. На базе 27-й школы работают 2 специализированных класса. В них углубленно изучают химию и биологию. Для поддержки этого направления в следующем году на базе 27-й школы откроют уникальный
уникальный кванториум. Оборудование в нем будет направлено на развитие именно химико-биологического образования. Говорили о создании Центра развития одаренных детей. Его должен открыть в 2022 году. К строительству приступят в следующем. Алана Томаева, Давид Битиев. Новости Осетии. За сутки, по данным Роспотребнадзора, выявлено 82 новых случаев заболевания COVID-19. Всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 9764 человека, 198 находятся на амбулаторном лечении. В медучреждениях 417 человек. Больше 9 тысяч человек выздоровели. В ближайшие дни в Северной Осетии заработает единая горячая линия 122. По номеру можно будет получить консультацию по коронавирусу. Какие бывают симптомы при заболевании, где можно сдать анализы или записаться на прием к врачу. Также вам подскажут, что делать, если вы пострадали в период пандемии. Например, как получить положенные выплаты. Напомним, весной этого года в самый разгар коронавируса в республике уже действовал единый номер. Тогда специалисты приняли более 6 тысяч звонков, но летом из-за ненадобности номер сняли с эксплуатации. А теперь вновь возвращают. Сейчас идет тестирование единой линии. Кстати, обрабатывать звонки будет искусственный голосовой помощник. Он может ответить более чем на 1000 вопросов. Она проконсультирует по вопросам, которые носят именно информационно-справочный характер. По всем остальным вопросам работают живые операторы. Это и привлеченные операторы Ростелекома, это будут выделенные операторы, это собственные операторы Министерства здравоохранения, их пока 10 человек, они работают посменно. Сейчас речь идет о расширении количества до 20, потому что звонков очень много. И самая главная задача, чтобы единая линия помощи и поддержки 122 в нашей республике, как было и весной текущего года с коротким номером 0015, никогда не была занята. В Северной Осетии на 95-м году жизни скончался ветеран, председатель Северо-Осетинской общественной организации жертв политических репрессий Номаран Аузби Зураев. Он один из первых в России начал вести работу по реабилитации жертв политических репрессий. Издавал книги памяти и восстановил многие имена репрессированных граждан. А в 90-е годы основал общественную организацию, защищающую права жертв политических репрессий Номаран, в которой работал до последних дней. В июле 2019 года Аузби Зураев указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Также за заслуги перед Северной Осетией в 2016 году Зураеву вручена медаль во славу Осетии. Газовики и сотрудники МЧС продолжают проверять газовое оборудование в квартирах и домах жителей республики. Специалисты проводят техобслуживание, делают это для того, чтобы граждане были в безопасности. Если увидят, что оборудование пропускает на месте, устраняют неисправность. Нередки бывают случаи, когда владельцы домов не пускают газовиков в квартиру, но, согласно закону, если дважды отказать в доступе к оборудованию, в отношении абонентов применят санкции. Добавим, что бывают случаи, когда люди погибают от отравления угарным газом, а это следствие утечки. К сожалению, не все абоненты понимают или недооценивают всю проблему и опасность газа. Зачастую забывают, что это повышенный источник опасности. Основная часть связана с отравлением угарным газом. Хочется обратиться и к абонентам частного жилого сектора, где есть печное отопление. Ни в коем случае не допускать перекала печи. Заблаговременно рекомендуем проверить отделку, отступку. То есть дымоход, который выводит газы отработавшие, он обычно бывает, когда нарушаются какие-то моменты, требования противопожарные. Бывает такое, что деревянные элементы настила кровли напрямую соприкасаются к дымоходу. Он нагревается, то есть эти элементы нагреваются и возгораются. И в зимний период бывает по этой причине много пожаров. Представители молодежного актива партии «Родина» проводят мероприятия по патриотическому, культурно-нравственному и национальному воспитанию несовершеннолетних и молодежи. По их инициативе собрали круглый стол, чтобы обсудить детскую преступность и способы ее предотвращения. Подробнее обо всем Сабина Гатагова.
Каждое 3-4 преступление, совершенное подростками, происходит именно в ночное время суток. Такие данные приводит начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД Гаина Петросова. Сейчас 300 подростков состоит на внутришкольном учете. Статистика неутешительная. Ответственность за пребывание детей вне дома после 22 часов несут непосредственно родители. Если устанавливается, что ребенок находился на улице с попустительства родителей, соответственно, законных представителей, то эта санкция может применяться к родителям. От предупреждения до 500 рублей. Этой проблемой озадачились представители молодежного актива партии «Родина». По их инициативе собрали круглый стол, чтобы обсудить проблему. Главная цель – обезопасить подростков. Планируют на законодательном уровне привлечь к ответственности не только родителей, но и предпринимателей, которые будут допускать нахождение несовершеннолетних в неположенное время на их территории. Некоторое время назад, примерно где-то 4 или 5 лет назад, законодатели республики упразднили эту норму ограничений до нахождения несовершеннолетних на улице. И отсутствует механизм привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности за нахождение несовершеннолетних в каких-то общественных заведениях, развлекательных заведениях, игровых клубах и тому подобное. Мы решили исправить эту ситуацию. Пока вопрос находится на уровне обсуждений, пригласили различные молодежные и общественные организации депутатов партии в Гордуме. В дальнейшем мы хотим через депутатов нашей политической партии в городской думе транслировать эту данную инициативу и чтобы законодательно закрепить вот эти нормы на территории республики. Предполагаю, что в первом квартале нового 2021 года уже этот вопрос будет более детально озвучен и, надеюсь, на другом уровне. Партия «Родина» проводит мероприятия по патриотическому, культурно-нравственному и национальному воспитанию несовершеннолетних и молодежи. Работу будут вести и дальше. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. В районах республики продолжают строиться социально значимые объекты. Затем, на каком этапе работы, следит председатель правительства Таймураз Тускаев. В этот раз он отправился в Моздок. Остался ли премьер доволен увиденным, расскажет Георгий Дзапаров. Рабочая поездка Таймураза Тускаева началась с одной из главных для республики строек. Дорога, которая соединит Моздок с остальной частью Северной Осетии, практически готова. По словам Тариля Солиева, осталось проложить участок в 13 километров. Премьер отметил, несмотря на сложность работ, сдать дорогу нужно вовремя. Дорога даст новый импульс и социальной сфере, и экономике, поэтому оставшиеся дни нам всем нужно приложить максимум усилий, чтобы завершить сроки и качественно те мероприятий, которые мы запланировали. ФАП в Хурикау начали строить в конце мая, а завершили в конце сентября. Здание готово и уже оснащено необходимым оборудованием. Замечание у премьера одно. До сих пор нет электроэнергии и отопления. Таймураз Тускаев дал 10 дней на устранение проблемы. Исполнительская документация, рабочая документация, все проверьте, предоставьте службу Архстройнадзора. Дальше район оперативно дает разрешение на ввод в эксплуатацию, чтобы передали больницы. И они могли заключить договора и на поставку электроэнергии, и газа, и нормально функционировали. Следующий ФАП в Раздольном. Медпункт начали строить в конце сентября. Сейчас ведут отделочные работы. По договору сдать объект подрядчик должен к концу декабря. Таймураз Тускаев поручил строителям ускориться и в течение 10 дней завершить все работы. А по сбору документации исполнительской, рабочей? Исполнительная документация собрана уже процентов 90 есть. 90. Когда планируете передать в службу Архстройнадзора? Архстройнадзор? Да. Я думаю, на следующей неделе. На финишной прямой строителей в поселке Калининский. Фельдшерско-акушерский пункт практически готов. Сейчас завершаются отделочные работы. Осталось закупить оборудование и подключиться к энергосетям. До конца года все должно быть готово. А вот ФАП в Новогеоргиевске начали строить позже остальных в районе, а закончили раньше. Здесь уже стоит оборудование, завершены внутренние работы. В медпункте тепло и светло. Таймураз Тускаев поблагодарил подрядчика за оперативность и призвал остальных брать с него пример. Вам спасибо за подходы к данному объекту, вообще за работу. Видим, что вы начали поздно, но за короткие сроки все сделали
качественно, быстро. Обещал подарок заасфальтировать и повесить жалюзи. Ну, раз обещал, я уверен, это сделаем. Еще одно медучреждение ФАП в Елбаево. Конец года уже близко, много еще нужно успеть. Сейчас строители ведут отделочные работы, укладывают плитку. Темпами премьер остался недоволен и поручил руководству района ежедневно мониторить ситуацию. Подрядчик заверил Таймураза Тускаева, через 2 недели ФАП будет полностью готов. В понедельник соберите всех участников рабочей группы, энергетики, газовики, иные структуры. И все эти вопросы отработаете. Национальные проекты – это общая работа и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Результат один – это благо для людей. Дальше в рабочем графике премьера объекты образования. Таймураз Тускаев побывал и в недавно открывшейся школе в Моздоке. Далее по плану музыкальная школа. Премьер пообщался с педагогами и учениками, посмотрел классы и условия, в которых занимаются дети. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» ученикам приобрели новые современные музыкальные инструменты. 8 фортепиано, 2 аккордеона и рояль. Такой подарок, по словам директора, невозможно переоценить. Настолько нужное в наше время приобретение, потому что дети наши уже очень много лет, и педагоги работают на инструментах, которые давно вышли уже из своего употребления. То есть они уже не звучат, не играют. Это советские старые инструменты. Вот. И очень много лет мы на них работали. Наш настройщик кое-как их настраивал, бесконечно ремонтировал. И вот сейчас, когда мы приобрели новые инструменты, для нас это как глоток воздуха. Школу ввели в эксплуатацию в середине прошлого века. С тех пор капитального ремонта не было. Здание давно нуждается в обновлении, как внутри, так и снаружи. В 2021 году школа отметит 70-летие. Тогда же начнется капитальный ремонт. Сейчас на завершающей стадии проектно-сметная документация. Формирование культурных традиций, их сохранение является, наверное, самым главным вкладом в наше развитие. Дети, которые обогащены творчеством, знают свою культуру, культуру европейскую, они более, наверное, красочно видят мир. Последним пунктом рабочей поездки Таймураза Тускаева стала школа-интернат в Моздоке. Ученики здесь с особенностями в развитии. В этом году в интернате сделали ремонт, а в мастерских заменили оборудование. Всего в школе обучают 5 специальностям. Рабочие по обслуживанию зданий, персонал сферы обслуживания, декоративно-прикладное искусство, швейная мастерская и обувное дело. Таймураз Тускаев отметил, важно не только обучить, но и проследить за дальнейшим трудоустройством таких детей. Реализация национальных проектов остается приоритетной задачей руководства республики. Год завершается, для нас критически важно обеспечить строительство объектов. Мы рассмотрели с вами строительство нескольких фельдшерско-акушерских пунктов. Видим, что по некоторым есть отставание. Было на площадках дано поручение представителям управления капитального строительства, госзаказчика, чтобы они обеспечили выполнение ежедневных планов, которые обеспечат строительство в оптимальные сроки. Нужно, конечно же, усилить взаимодействие районного руководства с ресурсоснабжающими организациями для того, чтобы обеспечить и подачу электроэнергии, и газа в очень короткие сроки. Контролировать строительство социально значимых объектов Таймураз Тускаев будет и дальше. По словам премьера, сейчас самое главное, чтобы до конца года каждый подрядчик в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства. Георгий Запаров, Хетак Гапоев, Новости Осетии.